Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Давно меня не было на сайте. Вот пришла и решила с вами вот немножечко поделиться вот такой вот кокеточкой. Называется это фасон утюжок, как я поняла. Я не знаю, почему его так называют. Может, из-за того, что такой заостренный носик тут есть. Будет процесс полностью, мастер-класс, как обработать и сшить такую вот горловинку с кокеточкой. Это для сплошных платьев. Можно как для туник, так и для футболок также обработать. Но я взяла основную просто обычную часть горловинки, чтобы вам показать не полностью полотнище, то что у нас есть там, нет у меня никакой проймы, никакого переда или спинки, только горловинка. Приятного вам всем просмотра. Итак, я взяла обычную бумагу А4, линейку и начинаем приступать к построению горловины. Я беру только часть горловины, поэтому о том, как обработать горловину в прямых платьях, поэтому я не буду тут строить ни пройму, ни само полотнище, буду брать только учет на саму горловину, так что учтите. Итак, ширина плеч. Так как это у меня на маленький размер, ширина плеч у нас будет 30 сантиметров. Берем 15. Открытие. Открытие горловины будем брать где-то 10 сантиметров. Так как утюжок сам по себе такой вот. Длину. Длину возьмем сантиметров так 16. Это глубина нашей горловины. Ширина будет 2,5-3 сантиметра. Так что мы можем просто вот взять вот так вот линейку и вот так вот построить, то есть рисовать нашу линию. После того, как мы это создали, нам нужно сделать уклон наших плеч. То есть вот сколько у нас есть, мы должны вот так вот на сантиметров 1,5-2 сделать уклон. Такой вот. Остальное вот, как я сказала, тут пройму будут делать, конечно же. Дальше будете делать сами, так что я это вообще не учитываю. Пройму я вообще не беру. Только моя задача показать, как правильно сделать утюжок и как его обработать, как у меня было показано в фасоне. Так что смотрим дальше. Так как я сделала акцент только на саму горловину, я взяла вот, естественно, маленькие кусочки ткани. То есть не все полотнище платья, а только вот определенную часть. Поэтому только делаем горловину. Вот один будем считать, что это полотнище нашего платья. А вот второй это наша вот треугольная кокетка, утюжок получится. Так что мы один убираем само полотнище, а вот будем работать с самой кокеточкой утюжок. Для этого я взяла флизелин, тоже такого же размера, как у меня здесь материал. Здесь, естественно, хватает только на вот эту часть горловины, чтобы я показала именно точно, как это все делается. Так, делаем такую вот линию на флизелине, то есть делим его на 2 ровно, ставим вот так вот нашу бумагу и начинаем обводить наш чертеж. Обвели. Теперь то же самое, только с другой стороны нам нужно его повторить. Вот такой вот утюжок у нас получается. Теперь
мы смотрим на флизелин, с какой части клеится, и клейкой стороной. И вот наш материал. Изнаночную сторону ставим на сторону, и нам нужно его вот так вот проутюжить. То есть наш флизелин. Вот я приклеила флизелин к нашей кокеточке. И теперь мне нужно отрезать нижнюю часть, оставляя припуск, чтобы мне его можно было согнуть. И, конечно же, проутюжить. Смотрим. Смотрите, есть такой маленький лайфхак. Я не знаю, как это правильно говорится. Просто беру линейку. И вот нижняя линия, где мне нужно вот так потом согнуть, после того, как я ее отрежу. Смотрите, ставим линейку. И нужно прямо сильно надавливая на ручку, вот так вот обводить нашу линию. Тем самым мы повредим немножечко флизелин. И оно очень хорошо, без утюжка, без ничего, будет вот так вот как бы поворачиваться. Теперь нам нужно это все вот так вот вырезать, лишнюю. Вот вырезали лишнюю часть. И теперь нам нужно по ровно вот этой линии приутюжить. Вот мы приутюжили наш треугольник. Так он выглядит. И теперь нам нужно, по желанию, здесь можно пришить кант. Что я и хочу сейчас сделать. Вот у меня есть вот такой вот черный кант с такими вот зубчиками. И я хочу это все красиво пришить. То есть, как оно будет выглядеть. Примерно вот так будет выделять нашу кокеточку. Поэтому хочу вот так ее пришить. Сметываем стежками. Я вот так вот ее начинаю пришивать. Вот так я вот обшила нашу кокетку. Это с внутренней стороны. И теперь нам нужно... Я это все сметала, потому что после того, как у нас уже будет готова кокетка, мы проработаем здесь либо строчкой зигзаг, либо просто обычной простой строчкой. Теперь думайте, что это полотно нашего платья. С изнаночной стороны ставим так вот лицевой стороной нашу кокетку. Здесь у нас центр. И здесь, как видите, я сделала насечку, чтобы можно было знать, что это центр. Подставим вот так. И нам нужно ровно по вот этим вот линиям провести строчку. Вот я пришила вот. Теперь нам нужно убрать все эти булавки. И теперь нам нужно, оставляя припуск на шов, это все вырезать.
Теперь везде поставить наклеечки. Теперь это все нужно развернуть. Вот так вот. Разворачиваем и приутюживаем. Вот я приутюжила, свернув. И у нас получается вот такая вот кокеточка. Это вид утюжок на прямых обычных платьях. Здесь дальше уже полотно. Полотно, конечно, уже во всех видео есть, поэтому я не стала это все выкраивать. Моя суть была о том, вам показать, как именно обрабатывают такой вот вид утюжка. Кокетки утюжок. Теперь нужно вот это вот прострочить ровным стежком. И все. Вот с задней стороны кокетка. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не пропускайте наши следующие ролики. И всем пока-пока.